У вас есть вопросы обращающей стороны? Представителю мэрии. Да, уважаемый суд. Как я и говорил, вот у меня на руках документы из мэрии города Бишкек, ответы, подписанные вашим начальством Кокоевой и Асановой. Вот здесь четко изложено, что мы требуем. И четко нам отвечено, что в данный момент вопрос отложен, в данный момент вопрос рассматривается, и в данный момент пока невозможно. Вот к этим документам почему вы нам не послали ответ уполномоченного органа? Хотя мы сколько раз к вам обращались. Можно дату уточнить писем? Так, 24.10.19, 04. Только 27, 12, 18. Угу. Вот. Все, я могу И ответить. еще 26, 05, 21. 20, последняя какой датой? 25.05.21 год. Вот столько раз мы обращались, а ответа уполномоченного А органа 25-го можно будет? Да. Да, вот. И частные жалобы тут есть, все есть. У вас есть, да, вот с собой документация, ну, по поводу вот переписки, я не знаю, там, отношений вот с этим общественным объединением? Полностью переписки у меня не имеется, но имеется протокол, выписка. У вас из есть что протокола. ответить вот на вопрос Да, Ваша представителя? честь. Я бы хотела вначале посмотреть, о чем речь в этом письме. Потому что вопрос заключается, я так поняла, представителя Союза водителей, вы спрашиваете, почему мы вам не ответили о том, что мы вам отказали? Да, естественно. Да, вы правильно? Где надлежащий оформленный отказ? Да, вот для этого мне необходимо посмотреть, потому что у вас в вопросе... Возьмите. Я только последний, мне достаточно сейчас. У вас в ответе, который вы представили, указывается о том, что вам отказано протоколом заседания комиссии от 8 апреля 2021 года. Предпоследний абзац второй страницы. Скажите, вот у меня в следующем вопрос в соответствии с вашим ответом. Вы сейчас сказали, что отказано протоколом. Почему протоколом, а не решением уполномоченного органа? Потому что требования законодательства не предусматривает вынесение какого-либо акта уполномоченного органа. Я уже ранее сказала об этом. Уважаемые представители обращающей стороны, присаживайтесь. Она ответила так, как обстоят дела и насколько ей это известно, да? Поэтому просьба воспринимать эти вещи, ну, так, как подобает на судебном заседании. Понятно. Хорошо? Да, уважаемый суд. Больше вопросов не имею. Есть еще вопрос? Уважаемый судья, есть вопрос? Я все-таки уточню. Вы сказали вот то письмо, которое на основании протокола комиссии об отказе, да, направляете заинтересованным лицам, и это письмо может быть обжаловано, вы сказали? Да, да. Какой статус у этого письма? Вообще, как оно, может ли обжаловано быть это письмо? В данном случае мэрии, письмо как суд? бездействие, но в суде Ленинского района, так как мы являемся подсудные Ленинскому району, обращается Ленинский район на то, что в данном случае, так как отказ, он не как бездействие будет рассматриваться, а в рамках гражданского судопроизводства как понуждение заключения договора. Такие дела рассматриваются, практика ведется. В случае необоснованного отказа в заключении договора, так как с Союзом водителей с 2009 года договорные отношения существовали на основании постановлений, вынесенных Союзом водителей. В последующем Союз водителей имеет право и имел право, в настоящее время тоже имеет право обратиться в Ленинский районный суд на понуждение заключить договор. Либо Нет, признать... есть решение комиссии, да, о том, что отказываются предоставлять или что-то делать по просьбе, да. И вы говорите, на основании этого протокольного решения комиссии мэрия
пишет письмо сторонам, Думе. заинтересованным стороне, о том, что комиссия отказала. Да, И вы говорите, что это письмо может быть обжаловано. да, отказ. Я у вас спрашиваю, какой статус у этого письма? Это же не Само нормативный письмо, оно акт, как только письмо который будет. может быть обжаловано быть. Как Это просто действие. письмо. Как действие в Ленинский районный суд подать. Давайте закончим с сторонами, да? Да, у меня, Да. так сказать, крайний вопрос. Уважаемый суд, как я раньше говорил, каждое судебное заседание заканчивалось вот таким простым ходатайством о прекращении производства по делу. В тех экземплярах, которые я передал суду, оно имеется. Это вот Жакуновой подписано. Вот почему вы здесь прямо пишете, без всякой мотивировки, о том, что согласно Пленума Верховного Суда не может быть предметом оспаривания. Поясните, пожалуйста, почему это основание вы ставите к вопросу о прекращении дела в суде? Потому что это является требованием. Руководствуется, как уже представитель Верховного суда сказала, суды должны руководствоваться постановлением Пленума Верховного суда, а этот пленум уже действует. Спасибо, я услышал. Больше вопросов нет. Хорошо. Да, Мухаммед Шадыханович, пожалуйста. Вы мне скажите, пожалуйста, вот эта комиссия, да, пресловутая, о которой мы говорим, она на общественных началах, либо это структурное подразделение департамента? На общественных началах. Я бы хотела отметить то, что состав комиссии только секретарь является заместителем директора департамента, остальные члены комиссии не являются сотрудниками департамента по управлению муниципальным имуществом в соответствии с положением 289, утвержденным 20 декабря 2011 года. Понятно. А потом второй вопрос у меня. Вот в соответствии с положением, вот сейчас вот в ходе судебного заседания неоднократно звучало, что эта комиссия только как бы выносит решение, которое является основанием для вынесения окончательного решения уполномоченным органом мэрии, да? Нет, Ваша честь, нет. Ну, как вот это... Это предполагали. Однако нет, в соответствии с требованием законодательства в настоящее время уже действует новое положение, но на момент рассмотрения заявления Союза водителей действовал 288 вышеупомянутое, в соответствии с которым договор заключался на основании протокола, выписка протокола комиссии. Так, тогда у меня третий вопрос. Если эта комиссия общественная, на общественных началах создана, может ли она выносить окончательный вердикт, окончательное решение по распределению земельных ресурсов? Является полномочным органом. Я не могу, это не в моей компетенции давать оценку. Хорошо, понятно. Есть еще вопрос? Нет. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о положении, которое 2011 года, да? Сейчас вот, когда вы говорите о положении. И вы упомянули, что принято новое положение. Да. Новое положение это какого года оно? Оно было принято 14 января 2020 года, однако вступило 1 августа 2022 года в силу. Ага. Тогда у меня еще один вопрос. А в этом новом положении предусматриваются вот эти процедуры того, что, скажем, акты уполномоченного органа выносятся на основании, так сказать, заседания комиссии? Эти вопросы там прописываются? Или новеллы какие-то есть в этом направлении? Нет, база осталась от 2011 года положения. То есть там нету, да, тоже получается, ясно. Да, пожалуйста. Уважаемый суд, у меня по высказываниям представителей мэрии возник вопрос, я зачитаю. Вот члены, присутствующие на заседании комиссии. Первый заместитель председателя комиссии, начальник УЗР, начальник архитектуры, заместитель начальника ГУ «Кадастр», первый замглавы
Первомайского района, Свердловского, Ленинского, Октябрьского, начальник УЗС мэрии города Бишкек, главный инженер водоканал, инженеры Северэлектро, заместитель УГНС по ККП, главный механик Зеленхоз, заместитель директора Тазалык и начальник юридического отдела. Это все те лица, которые участвуют в комиссии. Я вам без фамилии просто напоминаю. Выписка из протокола уважаемого суда есть. Это все лица, работающие в мэрии, или в ее структурных подразделениях, или это общественность? Основная часть является, кадастр не является. Сейчас. Так, УЗЭС, Бишкек, Зеленхоз, Тазалык. Но они приглашенные, основные члены, это 11 первых. Структурным подразделением является УЗЭС и остальные они территориальными, вот по районам, которые кадастр, архитектура не является структурным подразделением. У Джашкубат представитель общественного объединения. Итого получается с 1, 2, 3, 14, 15 человек, один человек указан как представитель Жашкубат. Это представитель общественности, я правильно понимаю? Вопрос в чем? Вопрос в том, вы сейчас как только... формируются члены комиссии, как да. комиссия формируется? Формируется... Вы раз говорите на общественных началах, предполагается, что это люди, видимо, с разных каких-то представителей разных Однако сообществ. И поэтому спрашивают, в соответствии с вашим положением, какие критерии для того, чтобы формировать эту комиссию? Вот о чем идет. Критерий не имеется, так как я выше упомянула, что в 2011 году, 20 декабря, постановление на сегодняшний день сколько утверждено. Членов комиссии являются сотрудниками в той или иной мере, или, я не знаю, там, именно органов местного самоуправления? Скажем там, обобщим. Кроме Джашкубата, все остальные являются муниципальными сотрудниками. Служащими, да? Ну, кроме кадастра и архитектуры. И в положении нету, да, никаких требований по поводу формирования вот этой комиссии? Требования квалификационные в 289-м, как я уже сказала. Я имею в виду вообще представительство. Представительство именно в каком плане, я вопрос не могу понять. Сами представители Вы сами сказали, что кроме одного члена все являются муниципальными служащими. Вот поэтому этот вопрос каким-то образом отрегулирован в вашем положении или нет? Я конкретный вопрос отрегулировано, я уже выше сказала же. Я просто вопрос не могу понять. Вы хотите узнать, может ли представителям из другой структурное подразделение заменить другой? Каким образом формируется комиссия? Я же уже сказала, что состав утвержден в 289-м постановлении Хорошо, Гуркинеша, о чем он говорит? В соответствии с которым членами комиссии являются председателем комиссии, первый заместитель, остальные ниже упомянутые в протоколе заседания комиссии, указаны в этом постановлении Гуркинеша как участники, члены комиссии. Они пофамильно, но эти органы, которые ниже уже расположены, они должны быть в составе комиссии. То есть именно определены вот эти структурные подразделения, представители которых должны состоять в этой комиссии. Да. Ну, тогда вот теперь понятно. Все, больше вопросов нет вопросов, да? Присаживайтесь.